Дорогие друзья, хочу поделиться с вами откровением, которое мне на сердце положил Бог. Откровение об Кыргызстане. Я с недавних пор начал молиться об этой стране, понимая, что это страна с большой культурой, с богатым языком и со своей историей. Кыргызстан занимает достойное место в международном сообществе. И потому как начался молитвенный марафон «Молитва за Россию», и те страны, которые присоединились, братья, сестры, церкви, которые присоединились к этой молитве, были в том числе и братья и сестры христиане из Кыргызстана. И по своему обыкновению, прежде чем лечь спать вечером, я читаю Слово Божие, молюсь, благословляю эту ночь. И эта ночь была, она необычная. Почему? Потому что то, что происходило этой ночью, оно не было похоже на все остальные ночи. Во-первых, я начал читать Слово Божие. Я даже не помню, о чем я читал. Я просто раскрыл Слово Божие и думаю, какое-нибудь место Писания сейчас я прочитаю, поразмышляю и ляжу спать. И в это самое время Бог начал говорить мне с сердца. Я скорее побежал за блокнотом, скорее искать ручку, потому что, когда Бог дает какие-то откровения, важно записать каждое слово, которое ты слышишь. И вот, уже успокоившись, взяв в руки блокнот и ручку, я начал тихо записывать, прося Бога о том, чтобы Он дал мне возможности запомнить и записать. Потому что это слово ценно для всех христиан Кыргызстана. И вот что Бог мне положил на сердце. Бог поднимает народ Кыргызстана, как на крыльях сокола поднимет его к себе. Кыргызский народ стоит на почетном месте среди народов, поклоняющихся Богу. Иссохшая земля пробудится, зацветет и пробудится земля кыргызов. Бог любит этот народ. Он создал его для своей славы. Увидят соседи и удивятся тому народы, как Бог облагодетельствует землю кыргызов. Реки и бурные потоки благословения бурлят, чтобы вылиться на просторы Кыргызстана. И в это время, как прозвучало слово «реки» и бурные потоки благословения бурлят, я вдруг увидел четкую картину. Котел. Котел огромной такой высоты, ширины, такой богато обвитым кыргызским орнаментом, выбитый такой красивый серебряный котел. И в нем бурлили эти истоки благословения. Я сразу понял, это не вода кипящая, это не масло, это ничего подобного. Я сразу получал это видение, откровение, что это благословения, которые изливались, выплескивались на землю кыргызов. И я задал сам себе вопрос. Я всегда задаю таких вопросов, в таких случаях вопросы. Бог, а что значит кипящий котел над просторами Кыргызстана? Бог ответил, это молитвы христиан за Кыргызстан. Братья, сестры, христиане, это наши с вами молитвы, с которыми мы молимся, с которыми обращаемся к Богу с воплем, с плачем, с радостью, о том, чтобы Бог пришел и посетил этот Кыргызстан. И от этого огня, от этого мощи, от этой нашей с вами силы молитвы котел не мог устоять. Благословения не могли просто находиться в этом котле. От нашей силы молитвы, от нашего огня эти благословения стали выплескиваться в разные стороны, в разные, и на север, и на юг, и на восток, и на запад Кыргызстана.
И такое ощущение, что Кыргызстан такая маленькая страна, он сейчас просто захлебнется в этих благословениях. И Бог говорит, это так и будет. Я просто изолью на землю кыргызов свои потоки благословения. Потому что Бог не может пройти мимо наших молитв. Потому что Бог не может пройти мимо наших искреннего сердца. И далее Бог мне сказал, благословенный народ, благословенный язык, благословенная страна кыргызов. Это было как провозглашение с его уст. А мы знаем, что все, что исходит из уст Господа, тщетным к нему назад не возвращается. Бог говорит про кыргызов, благословенный народ, благословенный язык, благословенная страна. И в это должны не просто верить христиане, они этим должны жить и распространять Слово Господне во все пределы кыргызов. Я лег спать, помолился, поблагодарил Господа, я плакал, я рыдал до этого, потому что когда я получаю очередное откровение, я всегда плачу и рыдаю, потому что я сам понимаю, что я ничем не хуже всех вас, братья и сестры. Может быть, даже в каких-то случаях и хуже вас. В каких-то, может быть, поступках, действиях. И то, что Бог приходит и говорит иногда такие вещи, ты себя перед Ним чувствуешь таким, нехорошим. И понимаешь, что ты недостоин этого слышать даже. Ты недостоин даже быть в присутствии Его, не то, что с Ним общаться. Но Бог говорит, я люблю тебя. Ты мой сын возлюбленный. И я хочу, чтобы ты всегда был со мной. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе. И вот я ночью лег спать. На этом дело не закончилось. Я мог бы промолчать, не сказать вам про это, но Бог продолжил показывать свое видение. Этой ночью я не мог уснуть. Я этой ночью чуть ли, друзья мои, не крестился кыргызским языком. И я вам сейчас скажу почему. Потому что я оказался среди толпы. Это не просто толпа. Это даже не просто какой-то народ. Это какая-то сила. Это какая-то волна. Это не стадион. Я оказался среди тысяч и тысяч кыргызов, которые славили Господа, стоя перед Господом. Я видел детей, мальчиков, девочек. Я видел женщин, беременных женщин. Я видел целые семьи молодые, которые стояли и славили Господа. Я видел стариков, которые со слезами на глазах славили Господа. Аллилуйя! И я стоял среди них. И я пел с вами на кыргызском языке. Я пел песни, я прекрасно понимал. Я понимал каждое слово. Я понимал, о чем я пою. Я думал, что я сейчас вот проснусь и сразу заговорю на кыргызском языке. И целую ночь, проведя в таком поклонении с множеством народа кыргызов, братья и сестры, я прославлял Бога. И была слава Господня, и было сияние Господне, и было то, что Бог пришел и просто как принимал наш фимиам поклонение. Я хочу, чтобы это слово сегодня вдохнуло в вашу жизнь, христиане, Кыргызстане, чтобы это слово пробудило ваши сердца. И то, что я там стоял и славил Господа, поверьте мне, я в Кыргызстане ни разу не был. Я практически, нет, я даже ни разу не слышал кыргызской речи. Я стоял, это говорил о том, что это будет уже при моей жизни.
Не заберет меня Господь, не восхитит, не даст мне смерти, пока я не увижу, как кыргызский народ обратился к живому Богу. Аллилуйя! Пусть Бог, друзья мои, благословит ваше служение. Служите, служите, служите Богу и верьте, что однажды вы пожнете то слово, которое посеяли в своем регионе, в своем городе, в своей церкви, в своих аулах. Аллилуйя! Слава Господу нашему! Аминь!